Возвращайся свободным. Горное село, страна моя с лицом моей мамы. В старых домах живет тепло давным-давно умерших сынов твоих. Суетному городскому сердцу ты лекарство. На неоструганном сосновом бревне, накинув на иссохшие плечи худой тулупчик, сидит старик. Видел его весной в белой рубашке среди яблонь цветущих, молился или просто беседовал со звонкими скалами. Лицо у него как зеркало. В этом же селе живет одинокая женщина, Жансурат. Ее муж и два сына погибли на войне. Она живет назло бедам своим. Хозяйство у нее маленькое, небольшой домик, крошечный огород, низкорослая коровенка и грустный осел. Несмотря на старость, она сама возит из лесу дрова, не слишком загружая ослика, своего друга и частого собеседника. Приезжаю я к ней, убегая от нескончаемых забот городских, стесняясь, присаживаюсь к ее маленькой печи, и мне все кажется, что я впитаю в себя часть тепла, которая ей предназначалась. Как живешь, Жансурат? Да так и живу. Жизнь в одну сторону, я в другую. Живу, чтобы скотина не подохла. Осенью картошку продаю, чтобы сено купить, ведь косить некому. А так, счастливая я, некому стирать, готовить. Живу беззаботно. Мне много самой-то не надо, что есть, тому и рада. Зимой вот тяжело, думы одолевают. Зима согревается, прислонясь к домам нашим. Из труб сельчан струится дым веселый, а из моей трубы лишь мое дыхание холодное, вперемешку с нехотя выползающим и лениво стелящимся дымом. И спит село мое, уставшее от дня нелегкого, и луна тысячерукая, пробиваясь сквозь оконную изморозь, убаюкивает сельчан моих. Живу. По осени картошку продам, куплю муку. Живу, когда почтальон придет да протянет пенсию. Слава богу, и колхоз вот помогает. Недавно выдали 5 килограммов масла подсолнечного и мешок отрубей. Вот иногда и балую ослика своего, Муслима. Живем, слава богу, войны нет. Вот в Чечне, правда, включаю радио, поют. А мне как-то неловко, вроде сама на похоронах пою. Но Бог даст, утихнет, умиротворится, а то кости болеть больно стали. Война внутри у меня комом. 3 забрала, все, что было. Так-то, сынок. Ничего, хлебушек у нас есть, одеть чего имеется, никто не помыкает, чего не жить. Детям в последнее время конфет мало раздаю, дорогие. Если здесь ребенку сладко, то и умершие умиротворены. А дети какие красивые пошли. Раньше 1-2 на все село, а сейчас что ни дом, то полно красоты. С чего им красивыми не быть? А нашим детям не так было. Советская власть, колхозы пошли, все на работах. Тогда инвалидов не было. Дети малые были в колыбелях. Идешь на гору сено собирать, колыбели эти с собой волочишь. Отнесешь одну, бегом за второй. Дома только ночевали. Потом война, выселение. Возвратились, обустраивайся. Вся эта мерзость в кровь да на лицо, откуда детям красивым взяться?
Мы ели траву-кисличку, да запивали барбарисовым соком. Арбузы со шкурой поедали. Голо было, ни фрукты какой, ни овощей. Отцы в кошарах пропадали, матери из-под коровы вылезти не могли. С чего красота-то, сынок, откуда взяться ей? Жаль, вот родственники редко проведывают. Родственник видно, как ветер. Слышать слышишь, а видеть не видишь. А поутру два друга, две родственные души, любимцы Бога, Жансурат и ослик Муслим, бредут по бесконечной мерзкой дороге в сторону дальнего леса. Идут налегке, а выходят оба груженые. Вечерком пьем с ней чай. Слышишь, сынок, во дворе ветер играет брошенной бумажкой. Звук ее напоминает мною прожитые годы. И светлые глаза ее наполнились слезами. Как-то встретил ее, нарядная, веселая. Куда собралась, Жансурат? Сказали, нам волю дают, вот иду голосовать. «Возвращайся свободной!» — крикнул ей вослед.